Иван Иванов, 11-классник из поселка Опытный Цивильского района, выиграл грант в 1 000 000 рублей за победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Финал состоялся недавно в Артеке. Что за проект представил чувашский школьник и почему его так высоко оценили члены жюри, узнала наша съемочная группа. Иван с детства любил что-то мастерить, чинить, помогать деду с техникой, собирать и разбирать механизмы. Вот и сейчас вместе ремонтируют старинные радиоприемники. Задатки будущего инженера в сыне родители разглядели сразу. Они во всем изначально поддерживали Ваню. Где-то там с машиной поможет, где-то сам чего-нибудь умудрится сделать. Если дома кто-то сумеет заинтересовать ребенка, любой станет на голову выше самого себя. На конкурс «Большая перемена» Иван решил представить по-настоящему полезное для людей изобретение. Он выбрал направление «Создавая будущее». И действительно удалось разработать технологию будущего. Школьник придумал для людей с ограниченными возможностями, колясочников, встроенный механизм с искусственным интеллектом. Такого, чтобы искусственный интеллект в кресле напоминал о приеме лекарства, о количестве доз, мог вызвать скорую, проконсультировать онлайн со специалистом. Такого еще не было. Мы проконсультировались с педиатром нашим районным. Она сказала, что такое возможно, что скорую помощь может вызвать искусственный интеллект. Ну и вот стали разрабатывать. Мы разрабатывали проект, как это будет выглядеть. Пришлось освоить графический редактор. Также устройство позволяет измерить давление и температуру человека. Технология точно будет востребована, уверены сам Иван и его учителя-наставники. Разработка проекта давалась сложной и отняла немало времени. Мешало и то, что подготовка к конкурсу совпала с периодом самоизоляции. Мы всей командой находились в разных уголках даже нашего поселка, где я живу. Я не мог вживую встретиться со своей командой, со своим наставником. Это мешало активному обсуждению идей. Однако со всеми трудностями удалось справиться. На самом конкурсе тоже было несколько сложных этапов – от проверки уровня интеллекта до защиты своего проекта. В итоге Иван обошел многих сверстников из других регионов и стал лучшим. Более того, завоевал грант в 1 000 000 рублей. В школе говорят, с самого начала разглядели талант мальчика. Он почти сразу начал активно участвовать во всех творческих конкурсах и олимпиадах. С 1 класса, можно уже сказать, он участвует очень активно в исследовательской, в проектной работе. Именно благодаря этому, конечно же, у него такие замечательные результаты. В Чувашии на поддержку талантливой молодежи также выделяется немало средств. И все же хотелось бы больше, говорят в республиканском Минобре. Главой Чувашской республики сегодня ставится задача усилить поддержку молодежи и молодежных движений через гранты, через стипендии, что в ближайшее время мы постараемся реализовать. Безусловно, в нашей республике Иван, конечно же, собирается реализовать свой проект, но только после того, как получит высшее образование. А выучиться он хочет на инженера или авиаконструктора. Наталья Егорова, Елена Дмитриева, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.